Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. 9 декабря впервые в Якутске в Центре спортивной подготовки «Триумф» состоится вечер профессионального бокса «Вызов Севера» с участием якутских и зарубежных спортсменов. Мероприятие посвящено столетию физкультурного движения в Якутии. Что ожидает любителей профессионального бокса, нам сегодня расскажет гость студии Алексей Васильев, руководитель промоутерской компании «Русь». Алексей Николаевич, здравствуйте. Здрасте. Хочу начать немножко издалека. Как появилась идея проведения вечера профессионального бокса в Якутске? Есть в Якутске и вообще в России несколько людей, которые работают в Якутии. Это и Дмитрий, и Петр, и они пришли с идеей провести мероприятие в Якутске. Идея у них давно рождалась, лучше, конечно, у них спросить, но сюда она пришла, наверное, месяца 3-4 назад, и постепенно обрастала мясом. И в результате в субботу, я уже в предвкушении этого события, будет реально настоящее профессиональное шоу с участием очень хороших спортсменов, и в том числе иностранных. 3 спортсменов из Африки. Вы заговорили про спортсменов. Какие-то именитые гости есть у нас сегодня на турнире? В финальном бою непобежденный спортсмен из Якутии Петр Васильев будет драться с чемпионом Африки Натаниэлем Калакокола. И я в предвкушении тоже этого поединка, это главный бой вечера. У Петра еще не так много опыта, как его соперника, у него всего 6 поединков и все 6 одержаны победы, а спортсмен уже поездил по миру, у него достаточно приличный рекорд, он и в Африке самый лучший. Посмотрим, я не знаю пока, кто победит, знаю, что победит сильнейший. Победит, очевидно, сильнейший, а вот у любителей бокса будет ли возможность пообщаться со своими кумирами? Конечно, после поединков можно прийти и сфотографироваться на ринге. А так, в преддверии мероприятия мы проводим пресс-конференцию, она будет уже завтра, и будет медиавзвешивание послезавтра вечером, где также можно пообщаться, задать вопросы, и, конечно, сфотографировать. Алексей Николаевич, я предлагаю еще подробнее остановиться на программе вечера. Из чего будет состоять У нас достаточно хороший карт. Многие спортивные мероприятия позавидуют тому карту, который у нас есть, тем боям. У нас планируется 8 поединков, из них 5 предварительного карта, где самые такие перспективные ребята, молодые, которые еще не боксировали на профессиональном ринге, выступают, они между собой будут определять сильнейшего. Так или иначе, все ребята из предварительного карта, они либо родились в Якутии, либо живут в Якутии, они так или иначе связаны с Якутией, и они между собой будут определять сильнейшего. И мы будем смотреть, и уже потом, наверное, поговорим об этом, какие-то перспективы роста у этих ребят, и, наверное, дай бог, может быть, какая-то команда профессиональных боксеров здесь сформируется. И хотелось бы сказать про главный карт, там основные спортсмены, для которых профессиональный бокс уже становится, наверное, профессией. Это Михаил Варламов, это Петр Егоров и Петр Васильев. Это те ребята, которые будут боксировать с африканцами из Намибии и из Уганды. Алексей Николаевич, мы сегодня говорим о том, что много именитых спортсменов приезжает. Это Якутия, это еще несколько регионов России и спортсмены из африканских стран. Как появилась идея пригласить именно наших, так скажем, африканских спортсменов-коллег, и почему выбор пал именно на них? Во-первых, мы ограничены в настоящее время определенными санкциями, и спортсменов из недружественных стран гораздо сложнее встретить, чем дружественных. Второе, это, конечно, самое желание африканцев, потому что они в душе бойцы, и все равно они какие-то, наверное, где-то какой-то есть дух путешественников у них, и попасть в самые сложные условия для них тоже интересно. Я вообще в своей жизни еще не слышал и не видел такого, чтобы профессиональный турнир проходил в условиях Крайнего Севера с участием африканских спортсменов. Такой достаточно длительный перелет нужно совершить и попасть из плюс 30 в минус 50. Это, конечно, дорого стоит. Мы уже рассказывали о том, что они буквально несколько минут назад приземлились в аэропорту Якутска, минус 46 градусов. Как отреагировали? Они счастливые, что добрались, потому что перелет сложный.
Они в предвкушении будущих боев, в предвкушении будущего события. Они благодарны за такой теплый прием. Они, конечно, не предполагали, что это так холодно, но здесь уже даже им и одежду дали теплую, так как бы вот в стиле якутских рабочих. Мгм. И ну, они сейчас размещаются в гостинице, они будут отдыхать, и завтра мы их увидим на пресс-конференции, ну и, конечно, на поединках. А как считаете, наши суровые холода могут как-то повлиять на их результаты? У меня опыта такого не было, не знаю. Мгм. Ну, все зависит от их духа, их состояния, их желания победить. Но ребята приехали прям уже с трапа самолета, говорят, мы исключительно за победы, и мы не хотим проигрывать. Ну, я думаю, за победой сюда приехал каждый из бойцов. Алексей Николаевич, а если говорить вот в целом, какие страны сегодня лидируют вот в боксе, в этом виде спорта на мировой арене? Ну, бокс — это такой достаточно широко распространенный вид спорта, и ну, в зависимости от весовой категории, наверное, можно выделить ну, представителей всех стран мира. Ну, потому что возьмем ту же самую Африку, есть несколько стран Африки, где так или иначе были чемпионы мира, либо действующие чемпионы. Они, конечно, за чемпионством уезжают там, в Штаты, либо в Англию, ну, либо в эту другую часть света. Но в той же Южной Африке есть действующие чемпионы мира в маленьких весах. В более тяжелых весах это самое, наверное, лучшее место для развития карьеры, как бы то ни было, это США и Великобритания. Но также много в Мексике боксеров, в той же Японии в маленьких весах на куче много чемпионов. То есть ну, распространение очень широкое. Ну и российская школа бокса, безусловно. Российская школа бокса, она уникальна. Она уникальна тем, что из профессионала переходит очень много ребят из любительского бокса, обладая уже определенными навыками. Ну и в России два действующих чемпиона мира, и они, кстати, в одной весовой категории, и я надеюсь, что в следующем году между ними тоже будет поединок, и это будет поединок за звание абсолютного чемпиона. Алексей Николаевич, вот если говорить про якутских боксеров, знакомы ли с нашей школой бокса и как оцениваете нашу подготовку наших спортсменов? Ну, и искусская школа бокса, даже такое понятие есть, да. Это такие ну, настоящие бойцы с характером, ребята, ну, многие ребята известные. Тоже и Георгий Балакшин был олимпийским призером. Это уже очень великое достижение. Но в профессиональном боксе пока, за исключением Петра Васильева, больших имен нет. Вот. Но на Петра Васильева большие ставки. И я надеюсь, что он достигнет большого результата и, ну, дай бог, даже звание чемпиона мира. Сейчас это будет бой для него важный. Это будет первый поединок в Якутии, в родных стенах. И я думаю, он сильно постарается для того, ну, показать себя и показать, на что он годен. Ну, вы руководитель промоутерской компании вот, «Русь». Как считаете, какие усилия нужно прикладывать, чтобы продвигать наших якутских спортсменов и на российскую арену, и на крупные мировые? Боксеров именно. Вот, понимаете, тут у Якутии есть даже определенное преимущество. То есть у Якутии есть спортсмены в маленьких весах, у которых ну, дефицит в России этих маленьких весов, и у которых путь к титулу чемпиона мира гораздо короче, чем в более высоких тяжелых весах. Ну, к примеру, там, в категории там, 48, 49, там, 51 килограмм стать чемпионом мира можно условно там, за 5-10 поединков. А в тяжелых весах это нужно там, достаточно серьезную пройти путь. Там, ну, где-то, у некоторых их занимает там, 7-10 лет, прежде чем до титула дойти, до титульного боя. И там конкуренция гораздо выше. И для того, чтобы до этого дойти, конечно, нужно, чтобы хорошая команда сформировалась из якутских спортсменов, чтобы они проводили подготовку не только в Якутии, но и ездили на спарринги и готовились в лучших залах мира. И так уж тоже получается, что именно в маленьких весах спортсмены хорошие, это из стран Азии, это Япония, Таиланд, Филиппины, та же Южная Африка, с которыми, ну, за исключением Японии, у нас достаточно сохранились дружественные отношения, и можно провести частично подготовку там. Когда ты готовишься с лучшими, ты растешь быстрее.
Поэтому у меня есть определенные надежды на то, что якуты в самое ближайшее время могут достичь самых больших высот. Ну, для этого нужна, конечно, поддержка, что сейчас это наблюдается со стороны администрации, со стороны ну, вообще населения Якутии, со стороны жителей Якутии. Прям, ну, вот, вот я только вчера Чувствуется. прилетел, и уже это ощущение есть, что ну, это особое место, здесь особые люди, и у них большие перспективы. Мгм. Алексей Николаевич, в заключение предлагаю поговорить про вашу промоутерскую кампанию. Чем занимается, в каких регионах уже проводили подобные турниры? Ну, у меня достаточно большой опыт в этой области. Я родом из Челябинска, сейчас я переехал на юг Краснодарский край, и ну, компания моя работает по всей России. То есть мы и в Краснодарском крае проводим на юге, и в Казани, и в Москве, и в прошлом году были в Барнауле турнир. Ну и вот сейчас добрались до Якутии. А если говорить из моего опыта, то, наверное, самое большое мое достижение, когда я работал еще в Челябинске, это я был директором компании, которая вела карьеру чемпиона мира среди профессионалов Мурата Гасиева и участника боя за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Достаточно популярный, известный боец. Вот мы прошли путь от просто спортсмена-любителя до обладателя 2 поясов чемпиона мира. Мгм. А насколько легко вот организовать турниры, как кто-то помогает обычно? Здесь очень много хороших людей, здесь собралась хорошая команда, которая пока еще не обладает большим опытом, но огромным желанием развивать профессиональный бокс. И мы нашли отклик прежде всего у мэра города, у всей команды городской администрации, ну и очень-очень много спонсоров, которые откликнулись и которые участвуют и содействуют, ну, каждый по мере своих сил и возможностей. Вы увидите, когда придете на арену, сколько логотипов предприятий висит вот, на арене, на баннерах. Это практически вся Якутия. Алексей Николаевич, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Уверен, что зрелищные бои ожидают гостей и жителей нашей столицы. Спасибо большое. Ну, я напомню, это было актуальное интервью. До новых встреч.